Екатеринослав, по идее Григория Потемкина, должен был подтверждать российскую мощь и богатство, и поэтому планировался он с размахом, как третья, после Санкт-Петербурга и Москвы, южная столица Российской империи. Среди прочих масштабных строений князь хотел возвести несколько церквей, и среди них храм, посвященный Преображению Господню. Закладку собора приурочили к посещению Екатериной строящегося города. По преданию, поднявшись на цветущее взгорье напротив монастырского острова, Екатерина провозгласила: «Место сие имеет вид приятного обиталища. Здесь и быть городу и соборному храму Преображения Господня». На самом деле место возведения главного Екатеринославского собора заранее выбрал полковник Михаил Леонтьевич Фалеев, руководивший строительными работами в Екатеринославе. Для выполнения чертежей собора Потемкин пригласил Клода Геруа, француза, ставшего русским академиком архитектуры. 12-престольный храм Преображения Господня мог принести Геруа всемирную славу. Ведь Екатеринославский собор должен был стать не только самым величественным украшением нового города, но и самым огромным в мире. Свидетелями приличного церемониала по закладке собора были не только гости, сопровождавшие Екатерину, но и сотни жителей Нового и Старого Кадаков. После крестного хода, церковного славословия и молитвы императрица положила в алтарь храма первый камень и 8 монет различного достоинства. После того, как был фундамент и залит раствором, строительство храма надолго прекратилось. И только 22 мая 1830 года наконец возобновилось строительство Екатеринославского кафедрального собора, и 9 мая 1835 года оно завершилось.